Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 73 рубля 85 копеек. Евро остановился на отметке 83 рубля 24 копейки. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Solidbank за 73,42. Продает азиатско-тихоокеанский за 73 рубля 92 копейки. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Совкомбанка – это 83 рубля ровно. Продает по лучшей цене азиатско-тихоокеанский за 83,45. В Якутске состоялось пленарное заседание Общественной палаты республики. Оно стало первым пунктом в программе мероприятий, посвященных десятилетию со дня основания консультативно-совещательного органа. Помимо пленарного заседания в программу входит стратегическая сессия, круглый стол, образовательный семинар и другие мероприятия. В ходе работы члены палаты обсудят проекты по устойчивому развитию гражданского общества, итоги избирательной кампании текущего года, сотрудничество общества и власти, а также взаимодействие с Общественной палатой страны. Мероприятия, посвященные юбилейной дате Общественной палаты республики, продлятся до завтрашнего дня. Сейчас Общественная палата стала настоящей площадкой для диалога между властью, обществом и бизнесом. И мы работали над такими проектами, как национальная программа развития Дальнего Востока, имена аэропортов, вопросы по экологии. Они все были на нашей площадке озвучены, и сейчас стали уже некоторые наши инициативы, законами стали. Мы эту работу будем дополнять и работать также совместно с нашими коллегами из Общественной палаты России. В региональном центре компетенции по финансовой грамотности подвели итоги, обсудили планы на предстоящий год, а также наградили отличившихся волонтеров. Об актуальности финансовой грамотности населения расскажет Марфирина Алексеева. Якутия вошла в тройку рейтинга самых закредитованных регионов России. Виной этому является отсутствие финансовой грамотности населения. В этом году в республике начал свою работу региональный центр компетенций по финансовой грамотности. Задача центра – организация финансового просвещения населения. Актуальность обладания финансовой грамотностью невозможно отрицать. Ежедневно граждане в огромном количестве вступают в финансовые пирамиды, аферы, либо в невыгодные кредитные и ипотечные обязательства. Не все, к сожалению, участники финансового рынка добросовестные партнеры. Есть, к сожалению, и финансовые мошенники. И поэтому для того, чтобы каждый человек умел ориентироваться, для этого проводится эта огромная работа именно финансовыми волонтерами. Как правильно планировать свой личный семейный бюджет, как избежать финансовых рисков, излишней закредитованности, ну и в целом выстраивать бюджет каждого домохозяйства. Обучение по финансовой грамотности населения проводится в виде лекций, уроков и игр в общеобразовательных учреждениях республики. Но разовой лекции недостаточно. Именно поэтому сегодня ведется активная работа по внедрению в образовательную практику обучения педагогов, а в дальнейшем создании постоянно действующей системы просвещения. За один раз нельзя раскрыть все темы финансовой грамотности. Да? Это, по идее, должна быть полноценная дисциплина либо в школе, либо в учебном заведении профессиональном. Очень часто так случается, что люди, не рассчитав свои финансовые возможности, попадают в финансовую яму, ловушку. Да? Зарплата, налоги, пенсии, кредиты, карточки и так далее, и так далее, и так далее. И очень часто получается так, что люди не совсем рационально пользуются теми инструментами и возможностями, которые предоставляют в том числе банковские учреждения и другие финансовые, да, организации. Сеть финансовых консультантов и волонтеров успешно действует по республике. В Якутии по просвещению населения работает более 5000 волонтеров. В республике у нас сегодня создан кластер финансового просвещения, поскольку мы сегодня объединяем не только среднее профессиональное образование, не только студентов высшего образования, не только дошкольников, не только школьников. Мы в целом объединяем взрослое население. Также в рамках итогового слета волонтеров представители Министерства финансов Якутии отметили работу инициативных добровольцев, вручив награды, грамоты и благодарственные письма. Работа по финансовой грамотности населения плодотворно реализуется, а согласно плану на предстоящий год в ближайшее время появится система постоянного обучения финансовой грамотности населения со школьной скамьи. Марфирина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск.
На месторождении водораздельные галечники в Мирном прогремел последний в этом году промышленный взрыв. Ранее на месторождении горную массу к выемке готовили бульдозерами. Однако рыхлители в условиях низких температур, минус 40 и ниже градусов по Цельсию, оказались не так эффективны, как буровзрывные работы. Для повышения производственных показателей с декабря 2021 года в комбинате решили применять буровзрывной способ подготовки горной массы к выемке. Для этого Мирнинско-Нюрбинский горнообогатительный комбинат заключил договор с предприятием «Алроса» спецбурения до конца 2023 года. Первоначально работы начаты в декабре 2021 года. План составлял по договору 30 тысяч метров кубических, и предприятие «Алрос» спецбурения декабрьские планы и планы 2021 года выполнило полностью. В дальнейшем выполнение планов «Алрос» спецбурения в 2022 году это 250 тысяч кубов подготовки скрышных пород к выемке методом буровзрывного способа. И в 2023 году точно так же 250 тысяч кубов. Итого договор предусматривает, что до конца 2023 года нам подготовят буровзрывным способом 530 тысяч метров кубических горной массы. В Нерюнгри продолжается реализация программы по замене лифтового оборудования, отработавшего 25-летний срок эксплуатации. Подробнее, как работает программа и о том, что сделано на сегодняшний день, расскажет Ирина Кичигина. Ирина, приветствую, передаю тебе слово. Здравствуй, Надежда. Вот такие новые красивые лифты устанавливаются в наших домах. Лифт – это сложное и дорогое техническое оборудование. В среднем стоимость одного лифта, включая работы, проведение экспертизы и строительного контроля, подготовку проектно-сметной документации составляет 3 миллиона 600 тысяч рублей. С Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики заключено соглашение на предоставление субсидий на проведение капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах. Размер субсидий зависит от средств, собранных собственниками. О том, как реализовывалась программа в этом году в нашем городе, нам рассказал первый заместитель главы города Нерюнгри Дмитрий Дьячковский. В целом в городе 274 лифта. И уже проведены замены практически в большинстве домов. Осталось только 32 лифта. И вот в этом году, например, были полностью заменены 18 лифтов. Причем 14 лифтов, замена была произведена в тех домах, где, средства на капитальный ремонт аккумулируются на спецсчетах. Так как там средств очень мало, то в этом году была оказана поддержка со стороны правительства для того, чтобы мы смогли эти лифты заменить. То есть, опережающим темпом были заменены лифты, несмотря на то, что, на спецсчетах данных средств еще нет. Так что в этом году мы, в принципе, свою программу 2021 года выполнили. На следующий год осталось еще нам доработать в этом направлении и, заменить еще 32 лифта. И в целом тогда у нас в городе все лифты, которые отслужили плановый срок более 25 лет, будут заменены на новые. Подрядчики из города Хабаровска и одна фирма из города Якутска работали. Нареканий нет. Конечно, были кое-где отставания по срокам. Но тем не менее, мы смогли выдержать темпы и для населения, для людей, которые жили в тех домах, где заменялись лифты. Больших сложностей не произошло. Еще 1-2 года, и во всем нашем городе будут новые лифты. И в течение 25 лет останется только поддерживать их исправное техническое состояние. Надежда. Благодарю, Ирина. Напомню, с нами на прямой связи из Нерюнгри была наша коллега Ирина Кичигина, а мы продолжаем. В Якутске состоялся демо-день участников 6-го потока акселератора Б8 и старта акселерейтор Bootcamp Якутия. Команды представили потенциальным инвесторам свои проекты, над которыми работали в течение 3 месяцев под руководством менторов и экспертов акселератора. Так были представлены сервис обмена и анализа медицинских изображений, приложение для детей дошкольного возраста с дополненной реальностью, портал для ветеринаров и владельцев животных и другие проекты. Лучшие разработки получат финансовую поддержку. Отметим, что
мероприятие было приурочено к десятилетию венчурной компании «Якутия» и технопарка «Якутия». Мы разработали приложение для пользователей и для клиник, которое помогает искать необходимую ветеринарную клинику и выбирать услуги, записываться, оплачивать и общаться с докторами онлайн. Все стараются расширяться путем выпуска мобильных приложений и выхода, создания мобильных сайтов. И мы предоставляем уже готовый функционал для них, то есть им не нужно самим ничего разрабатывать, им достаточно присоединиться к нам, и полный набор функционала, который они бы сами и так у себя бы реализовали, уже есть у нас. Мы переходим к мировым новостям. Настоятель храма на Майорке, находящегося рядом с вулканом, решил поддержать местных жителей и внес коррективы в традиционную сцену рождения Иисуса Христа. Вертеп на Канарах украсили вулканической лавой и пеплом. Подробности узнавал Роман Чуриков. Младенец Иисус, Иосиф, Дева Мария, 3 волхва, животные в хлеву. Традиционные действующие лица рождественского вертепа. Но в этом году на Майорке к сцене рождения Спасителя прибавились еще 2 элемента – застывшая лава и пепел. В 2021-м испанский остров потрясло самое длительное извержение вулкана за 500 лет. Тысячи жителей эвакуировали, 3000 домов засыпало пеплом или сгорело дотла. Но уцелела церковь «Приход Святого Семейства», находящаяся всего в 3 километрах от вулкана Кумбра-Вьеха. Его настоятель и один из прихожан, вулканолог, решили особым образом отметить все произошедшее с Майоркой в этом году. Эта церковь самая ближняя к вулкану, поэтому мы решили как-то поднять дух людей. Настроение на острове сейчас не очень. Все волнуются из-за извержений. Но нам захотелось заставить прихожан улыбнуться. Так мы и придумали добавить лаву и пепел в рождественский вертеп. Извержение в Пальме началось 10 сентября и прекратилось лишь 13 декабря. На Майорке вот уже 3 дня тихо. Вулканологи настроены оптимистично, но призывают местных жителей не расслабляться. Не исключено, что Рождество все же придется встречать под грохот и скрываясь от потоков раскаленной лавы. Тем временем НАСА отправляет в космос телескоп в 100 раз мощнее Хаббла. Запуск состоится 24 декабря. Подробности далее. Путешествие на 14 миллиардов лет в прошлое. Именно это обеспечит ученым телескоп НАСА Джеймс Уэбб. Аппарат, названный в честь одного из директоров Американского космического агентства, наконец отправляется на орбиту. Спустя 12 лет после изначально намеченной даты. Его цель — рассказать, как именно сформировалась Вселенная и найти жизнь на других планетах. Когда-то благодаря Хабблу мы посмотрели на черные области на небе и увидели в них галактики, которые были недоступны нашему глазу раньше. Теперь же Уэбб зайдет еще дальше. Он настолько чувствителен, что мы сможем увидеть галактики более молодые и более удаленные от нас, а еще те, что образовались сразу после Большого взрыва. По расчетам ученых, новый телескоп в 100 раз мощнее Хаббла. При этом находиться он будет не на орбите Земли, а в одной из точек Лагранжа. Это более 1,5 миллиона километров от нашей планеты. Там ему не помешают свет Солнца, Земли и Луны. Изначально Джеймс Уэбб должен был отправиться в космос в 2009 году. Но создание аппарата затянулось, а его общая стоимость приблизилась к 10 миллиардам долларов. Впрочем, ученые не сомневаются, что эти затраты себя окупят. Больше всего возбуждает возможность неожиданных открытий. Например, когда находишь галактики там, где их не ждал. Или обнаруживаешь в атмосфере экзопланеты молекулу, которой не должно там быть. И я не сомневаюсь, что Уэбб именно это нам и принесет. И вскоре мы намного лучше будем понимать нашу Вселенную. Аппарат запустят с космодрома Куру 24 декабря. Месяц уйдет на то, чтобы преодолеть расстояние в 1 000 000 миль от Земли. А сразу после этого Джеймс Уэбб начнет путешествие в прошлое и поиски жизни во Вселенной.
Тем временем в Польше обнаружили уникальные следы динозавров. Следы сохранились настолько хорошо, что на них просматривается рисунок чешуйчатой кожи древних животных. Подробнее в материале Андрея Санникова. Это место неподалеку от польской деревни Барковицы можно назвать парком юрского периода, реальным, а не из кино. Здесь ученые в глиняном карьере обнаружили несколько десятков каменных глыб со следами динозавров, которые жили на Земле 200 миллионов лет назад. Палеонтологи находку называют сокровищницей. Отпечатки настолько хорошо сохранились, что без труда можно разглядеть рисунок чешуйчатой кожи и когтей динозавров. Это естественные слепки, поскольку динозавры ходили по сухой поверхности. За счет этого они сохранились. Песок наслаивался на следы, а со временем он уплотнился, поэтому мы видим, как следы выступают наружу. Длина самого большого отпечатка 40 сантиметров. Это позволило установить ученым, что рост динозавра, который его оставил, был около 6 метров, сообщают местные издания. Помимо размеров, исследователям удалось по следам определить виды древних животных, а в будущем они планируют воссоздать и их внешний облик. Научные экспедиции барковицы планируют продолжить. Есть шансы найти тысячи новых следов, и для этого в ближайшие месяцы исследователи собираются извлечь и изучить 200 новых каменных глыб. А в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная кинопремьера. Там представили фильм «Человек-паук. Нет пути домой», главную роль в которой сыграла любимец фанатов паучьих фильмов Том Холланд. Подробности далее. После многочисленных утечек в сеть, предположений и долгих ожиданий, фанаты «Человека-паука» наконец-то дождались выхода третьего фильма о супергерое. Мировая премьера картины «Человек-паук. Нет пути домой» в понедельник состоялась в Лос-Анджелесе. На красной дорожке все звезды: Том Холланд, Зендея, Уильям Дефо и Джеймси Фокс. Актеры признаются, что рады возвращению ленты на экраны. Как-никак для многих это облегчение. Теперь можно не держать в тайне сюжет. Я думаю, что хуже всего было всем лгать. О боже мой, вся ложь и секреты съели меня изнутри. Теперь, когда выходит фильм, наконец-то к нам пришло спокойствие. Но до показа я все еще напряжен. Люди не представляют, какой уровень секретности приходится соблюдать, чтобы все оставалось под замком. Вы читаете сценарий, все скрыто, вы не можете сложить вместе одно с другим. Сюжет новой ленты продолжает вторую часть картины «Человек-паук. Вдали от дома». Питер Паркер обратился к доктору Стрэнджу, чтобы он с помощью заклинания заставил всех забыть о том, кто скрывается под маской супергероя. Но все пошло не по плану. Колдовство открыло двери в мультивселенную, из которой в мир героя попадают персонажи и злодеи из других измерений. Некоторые из них уже появлялись в старых фильмах о Человеке-пауке, еще без участия Тома Холланда. Мы впервые представили мультивселенную. Я говорил ему не колдовать. И если бы они это не сделали, это, вероятно, был бы 10-минутный фильм. Но в результате это позволило пригласить множество невероятных актеров, таких как Джонатан Симмонс. Он абсолютная легенда, и таких актеров намного больше. Многие вернулись из других фильмов о Человеке-пауке 15 или 16-летней давности. Теперь они могут надеть свои старые костюмы и сыграть своих персонажей. Это фантастика. Премьера фильма в России состоится 15 декабря, в США 17. Интерес к картине там оказался настолько высок, что во время предзаказа билетов рухнули несколько сайтов, так что прокатчики рассчитывают на солидные сборы, больше тех, что приносили последние кинохиты. Мы продолжаем. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики будут работать в режиме повышенной готовности в период новогодних выходных дней с 30 декабря по 10 января. Так, во всех филиалах ЖКХ республики провели тренировки противоаварийных бригад, проверили резервные источники питания и запасы горюче-смазочных материалов. Теплоэнергосервис держит под контролем завоз топлива «Валданский район» и отгрузил уголь в рамках договоров на 2022 год. В Якутскэнерго составили дополнительные графики осмотра электрооборудования, особенно на линиях электропередачи, подверженных образованию наледи. Южно-якутские электрические сети организовали внеплановые инструктажи и осмотры линий, проверили укомплектованность оборудования и инструментов персонала. Отметим, министр ЖКХ и энергетики республики Вячеслав Емельянов поручил проконтролировать обеспечение углем котельной и Енгры, где отмечаются проблемы с температурным графиком из-за неподходящего качества топлива.
Глава республики Айсен Николаев сообщил, что в этом году по программе переселения из аварийного жилья новые квартиры получили порядка 12 тысяч якутян. По словам руководителя республики, это сопоставимо с населением Вилюйска или Удачного. Глава региона отметил, что к концу 2022 года с учетом нарастающих показателей из аварийных домов будут переселены 25 тысяч человек. Также Айсен Николаев обратил внимание на то, что в этом году в столице республики введут 117 тысяч квадратных метров жилья. В 2022 году в республике ликвидируют около 460 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. На эти цели за счет средств госкорпорации и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предусмотрели 10 миллиардов рублей. Тем временем первый этап реализации проекта по строительству Ленского моста идет в соответствии с графиком. На сегодня полностью завершена реконструкция высоковольтной линии электропередач. Она подключена к сети. Строители демонтировали 37 и установили 49 новых опор. Сейчас на площадке идут инженерные работы. О них нам подробнее расскажет наша корреспондент Мадина Халикова. Она находится в районе села Табага и сейчас присоединяется к эфиру. Мадина, здравствуй и ждем от тебя деталей с места событий. Да, Надежда, здравствуйте. Мы действительно сейчас находимся в районе села Табага, где полным ходом идут подготовительные работы к уже строительству моста через реку Лену. Я хочу напомнить, что мост действительно очень важен для республики. Но и о том, какие работы сейчас, собственно, здесь идут, нам расскажет первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Бердников. Дмитрий Викторович, добрый день. Добрый день. Расскажите, о чем, какие сейчас идут работы здесь и к концу года, что планируете уже завершить? Ну вот мы с вами находимся как раз в створе основного хода сооружения мостового. Здесь ведутся работы, начиная с мая месяца, когда было получено подрядчиком разрешение на строительство, ведутся работы подготовительного этапа. Работы связаны с выносом сетей электроснабжения, сетей связи, сетей газоснабжения. Проведена рекультивация участка основного хода. То есть работы идут полным ходом здесь по левому берегу. И сейчас вы можете видеть, как раз мы присутствуем при монтаже и установке одной из 5 опор линии 110 киловольт, которые будут в этом году здесь установлены. А линия 10 киловольт уже полностью 3 линии смонтированы, новые опоры, 49 опор переключены, проведены в ноябре месяце переключения. Очень качественно выполнены работы, переключения были выполнены таким образом, что ни местное население, никто дискомфорта не испытали. И работы по левому берегу в этом сезоне с наступлением морозов, наверное, пока до наступления температур таких, которые позволят уже комфортно работать, пока здесь будут приостановлены. Мы переместимся на правый берег, там будет подготовка просеки под основной также ход и подготовка к выносу опор по правому берегу. Напомню, что это еще 10 опор линии 110 киловольт. То есть работы хватает. Вот вчера в своем послании Айсен Сергеевич Николаев сказал, что в 2022 году начнутся уже основные работы по Ленскому мосту. Это какие работы? Основные работы – это как раз те работы, о которых глава республики вчера напомнил, будут вестись уже после получения положительного заключения главгосэкспертизы по основному этапу. Да, у нас действительно сроки немножко сдвинулись, ожидаемые сроки были у нас другие, но хочу напомнить всем, что решением первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Александровича Хуснуллина мы проходили еще раз повторный научно-технический совет ввиду того, что это действительно уникальный и сложный проект, который должен реализоваться в таких сложных условиях. Поэтому, конечно, соответственно, и сроки сдвинулись, но тем не менее с повестки дня эту работу никто не снимает и продолжаем работать. Ну и напомните нашим телезрителям, собственно, о самом проекте мостового перехода. Что это будет за мост, протяженность его? Хочу напомнить, что мостовой переход, общий комплекс, это 14,5 километров. Сама конструкция моста это 3,1 километр. Мост непосредственно мостовое сооружение. Кроме того, по поручению главы республики Айсена Сергеевича Николаева мы вместе с Минтрансом спроектировали и заложили, вот сегодня министр докладывал, заложены средства на
параллельный ремонт дороги Умнос, да, которая ведет непосредственно в город. Это будет расширение до 4 полос движения. Все работы будут... И муниципальный участок вот здесь, который 5 с небольшим километров до смычки с основным ходом моста и трассы Умнос. Он тоже сегодня прошел экспертизу и тоже будут синхронно выполняться работы. То есть это будет огромный и серьезный комплекс, который действительно станет очень серьезным элементом инфраструктуры не только городской, но и региональной. Спасибо вам большое. И хочу напомнить о том, что президент в своем поручении заявил, что 3 дороги федеральные, это Вилюй, Колыма и Лена, до 2023 года должны стать круглогодичными. И, конечно же, Ленский мост позволит обеспечить восточную часть нашей страны круглогодичным бесперебойным переходом. На этом у меня все. Надежда. Благодарю, Мадина. Напомню, с нами на связи была наша коллега Мадина Халикова. Она рассказала о реализации проекта по строительству Ленского моста. Мы переходим к другим темам. В столице произошло еще одно нападение собаки. Бродячее животное в районе автодорожного округа вцепилось в руку 43-летней женщины и порвало пуховик. Собаку чудом удалось отогнать прохожему. Всеми известными случаями сейчас начал заниматься Следственный комитет. Нападение собак на людей в последнее время стало больной темой для горожан. Почему их стало так много и как можно решить проблему, в сюжете Ульяны Шагиной. Жители автодорожного округа, где не в первый раз фиксируются случаи нападения собак на людей, бьют тревогу. Животных действительно стало много. Соцсети пестрят кадрами, на которых запечатлены целые стаи. Из 10-15 собак. Ну вот это очень большая проблема. У нас тут прямо свора водилась бродячих собак. Сейчас вот управляющая компания дома закрыла сетками. Их отловом занимается столичный пункт передержки животных. Сегодня это единственное предприятие, которое занимается безнадзорными животными. Их задача – отловить, стерилизовать, чипировать и выпустить животное обратно на волю. 100% чипирование всех собак, абсолютно домашние, не домашние, неважно. Потом мы их размещаем в соцсети сразу же. Кто-то видит своего питомца, приходят, забирают, кто-то просто присматривает. Округа своими силами пытаются помочь пункту с отловом собак. В Сайсарском даже придумали ноу-хау – железную ловушку по принципу мышеловки. Тут нету человека, не присутствует, животное само видит, унюхает запах пищи, и прибегает, сама захлапывает. В день в такую вот ловушку попадаются 3-4 собаки. В этом году это рекордное количество. Каждую пойманную собаку округ обязан увезти в пункт передержки. Они не затратные. Дело в том, что материал мы нашли в ходе субботников, которые проводили в осенне-летний период. А саму сборку ловушек производят дворники управы. Если раньше к животным применялась эвтаназия, то теперь по закону после стерилизации собак просто выпускают на волю. В пункте остаются только самые агрессивные. И тут напрашивается вопрос, почему, если все они стерилизованы, количество бродячих псов только растет? В пункте уверены, всему виной нерадивые владельцы домашних собак, которые не умеют следить за своими питомцами. Вообще, мое мнение на этот счет абсолютно однозначное. Все эти собаки раньше были домашними. Абсолютно все, и просто так на улице они не появляются. В пункте уверены, решить вопрос с такими владельцами сможет только повышение суммы штрафов за нарушение правил содержания собак. Сегодня в столице таких санкций вообще нет. Чтобы когда собака сбежала с цепи, сорвалась или еще что-то, чтобы хозяин впереди этой собаки бежал и понимал, что ему придется отдать крупную сумму денег штраф. Это примерно какие штрафы должны быть, чтобы хозяин понял? Я считаю, что штрафы должны быть за первый самовыгул, если собака попалась в отлов. Это должно быть не менее 10 тысяч, чтобы они действительно ударили по карману владельцу собаки. Почему? Потому что иначе наше население не понимает ценности того, что эта собака, вы ее взяли, это ваш питомец, это ваш член семьи. Систему штрафов в пункте планируют ввести уже до конца года. Кроме того, ситуация сможет помочь частный пункт передержки, считает Екатерина Безрученко. Коммерческое предприятие смогло бы содержать бродячих животных столько, сколько нужно, а не выпускать их через месяц на волю. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск.
Центральный районный суд Кемерово избрал меру пресечения фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная». Суд постановил заключить под стражу до 25 января генерального директора СДС «Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора Антона Якутова и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова. Владельцы шахты Михаила Федяева арестовали до 14 февраля. Остальные фигуранты дела проходят по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации. Никто из фигурантов дела вину не признал. Напомним, задымление в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошло утром 25 ноября. В это время там находилось 285 человек. В ходе спасательных работ эвакуировали 237 горняков. Жертвами инцидента стал 51 человек, 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Предварительной причиной чрезвычайного происшествия назван взрыв метана. Уголовные дела о получении и даче взятки возбудили в отношении главного инженера управления капитального строительства компании «Алроса» и представителя коммерческой компании. Согласно материалам дела, сотрудник «Алроса» с целью незаконного обогащения лично получил взятку в сумме более 4 миллионов рублей от представителя коммерческой организации. Отмечается, что он за эти деньги способствовал заключению дополнительного соглашения между «Алроса» и коммерческим предприятием. В отношении представителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело о даче взятки. Это часть 5 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Взяткодатель и взяткополучатель были задержаны при передаче денежных средств и по ходатайству следователя Следственного комитета судом в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обоим уже предъявлено обвинение. В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. В Якутии прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенническом хищении более 19 миллионов рублей. По версии следствия, обвиняемый в период 2018 года, занимая должность заместителя руководителя Агентства культуры и художественного образования, заключал с различными организациями фиктивные договоры на проведение культурно-массовых мероприятий, по которым сторонами обязательства фактически не исполнялись. При этом оплаченные агентством за их проведение денежные средства впоследствии обналичивались и передавались обвиняемому. Сумма ущерба, причиненная муниципальному бюджетному учреждению в результате данных действий, составила более 19 миллионов рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Более 9 тонн поддельного крепкого алкоголя и 4000 пачек табачных изделий без маркировки изъяли у одного из предпринимателей в столице республики. 42-летний мужчина хранил спиртное и табак на арендованном складе в продовольственной базе по улице Чернышевского. Кроме того, контрафакт обнаружили и в других 4 торговых точках предпринимателя. Весь изъятый товар направлен на экспертизу. Предварительная стоимость нелегального спиртного составляет выше 4 миллионов рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается. И переходим к спортивным темам. 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» могут пройти в республике в 2024 году. Как сообщил в своем послании Госсобранию глава региона Айсен Николаев, республика подала заявку на право проведения соревнований. Напомним, международные игры «Дети Азии» проходят под патронатом Олимпийского комитета России, Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В соревнованиях участвуют спортсмены в возрасте до 16 лет. Игры впервые организовали в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. Ближайшие соревнования пройдут во Владивостоке летом 2022 года. Тем временем в республике установили периодичность проведения крупных спортивных соревнований. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Айсен Николаев. Так, республиканские спортивно-массовые мероприятия пройдут в следующей последовательности. С периодичностью 1 раз в 4 года. С 2022 года Игры народов Севера, с 2024 года Спартакиада зимних видов спорта, с 2025 года Спартакиада по национальным видам спорта Игры Манчары, с 2026 года Спартакиада трудовых коллективов Якутии, а также Спартакиада республики по адаптивным видам спорта. И с 2027 года спортивные игры народов Якутии.
В Музее истории Якутска подвели итоги конкурса «Тайна елочных игрушек». Кроме того, прошло и открытие одноименной выставки, на которой конкурсанты проекта представили более 70 работ на 3 темы – ретро-игрушки, современные игрушки и символ 2022 года. Продолжит тему Саргалана Неустроева. Выставка-конкурс «Тайна елочных игрушек» прошла под эгидой республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Главное требование – елочная игрушка должна быть сделана своими руками. Целью же проекта является сплочение семьи, развитие эстетического вкуса у подрастающего поколения и поддержка творчески одаренных детей и подростков. 16 ноября по 10 декабря мы организовали выставку, городская выставка-конкурс «Тайна елочных игрушек». Основной целью конкурса была именно объединить семью, чтобы родители своими детьми, своими руками сделали вот такие интересные игрушки. Оценить все работы конкурсантов было сложно. Каждая игрушка уникально сделана с любовью и вниманием. Работы одной из номинаций «Ретро-игрушки» особенно поразили жюри конкурса. Прямо вот увидел эти работы, которые игрушки такие ретро из 80-х, 90-х годов. Я прям, можно сказать, прослезился, да, вспомнил детство. Ватные игрушки такие вот мягкие, да, такие вот стеклянные игрушки, что-то покрасили самим, да, тоже очень все замечательно сделали. Однако определить победителя номинации все же удалось. Им оказалась семья Сивцевых, чья елочная игрушка в виде фигурки советского мальчика в лыжной шапке и с красным флажком стала бы настоящим украшением любой новогодней елки. Семья признается, победа для них не главное, важен сам процесс. В прошлом году тоже участвовали тоже елочные игрушки, и в этом году тоже решили поучаствовать. Между тем, помимо работ конкурсантов, музей представил и свою коллекцию елочных украшений советского периода и предметов быта, от Деда Мороза из ваты до разноцветной фольги. А увидеть все это и вдохновиться новогодним настроением можно будет до 20 января 2022 года. Саргалана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Скоро будет елка, ель, которая станет украшением соборной площади Московского Кремля в новогодние праздники, спилили в лесничестве поселка Фрианово в Московской области. С апреля текущего года специальная комиссия отбирала из 37 заявленных на конкурс хвойных деревьев из лесничеств Подмосковья. Главное украшение Нового года – победа досталась 90-летней лесной красавице высотой в 28 метров. Чтобы стать украшением соборной площади, елке должно быть около 100 лет, так как к этому возрасту хвойные деревья обычно завершают жизненный путь, и такая мера позволит нанести наименьший урон природе. И в завершении выпуска расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня снег и минус 30. Ближе к ночи ожидается температура воздуха. Также минус 30. Порывы ветра достигнут 9 метров в секунду. В Нерюнгре тоже снег и минус 27. Давление составляет 696 миллиметров ртутного столба. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 27 градусов. В Ленске сегодня минус 24. К ночи температура воздуха составит минус 23. Ветер до 16 метров в секунду. И в Мирном 27, уже ночью ожидается минус 31, давление составляет 733 миллиметра ртутного столба. Ну а в столице республики сегодня днем минус 36 градусов, в ближайшей ночью столбики термометров опустятся до минус 39. Ветер от 2 до 4 метров в секунду, давление составляет 753 миллиметра ртутного столба. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в следующих выпусках.